Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова вы погрузитесь в события гото-аланского захвата Крымского полуострова и его последствия на население Крыма того времени, включая тавроскифов и румеев. Вы узнаете, какие последствия этого конфликта повлек за собой для этнической карты региона. А также вы узнаете, почему оставшиеся на полуострове готы и тавроскифы приняли подданство Восточной Римской империи и обратились к христианству. Алиса, как ходят в гости крымские татары? Крымские татары не ходят в гости с пустыми руками. Чаще всего берут с собой сладости и кофе. А какой кофе пьют крымские татары? Раньше это был леба, а сейчас хырым-хавеси. Ну и произношение, Алиса. Тебе надо над ним поработать. Хорошо, как скажете. А где можно купить этот кофе? Его можно купить в местных магазинах, а также заказать на Wildberries. Алиса, ты умница. Поставь хайтарму. Алиса, Крым кавесы запомнила? Готы и аланы появляются в Крыму одновременно. Это 4 век нашей эры, то есть 300-е годы там нашей эры. Что само по себе является довольно примечательным и необычным фактом. Потому что, во-первых, готы и аланы – это очень разные первоначально народы. Готы – выходцы из Скандинавии, германский народ. Аланы – про сарматов и алан, в общем, рассказывают те же басни, что про скифов, что якобы это иранские народы. Об аланах я поговорю позже, когда мы будем говорить о Крымской степи, и мы эту тему тоже обсудим. Но просто представьте себе, что аланы до появления в Крыму занимают Северный Кавказ, степи, а готы – правобережную Украину. Левобережная часть – это скифская часть. А вот правобережная Украина, буквально по Днепру идет граница, это уже 200 лет существует готское государство от готов, которые до этого пришли с севера, осели там. Они, как понимаете, довольно близко жили к полуострову, и прежде чем они вторгаются в Крым, за 200 лет они худо-бедно его изучили. Там торговцы, купцы туда-сюда. И нигде не отмечено, что готы входят в Крым со стороны Перекопа. По сути говоря, гото-аланская атака на Крым начинается с Кавказского побережья, как штурм Пантикопея, захват этих городов. И это говорит о хорошо спланированной операции. По сути говоря, и готы, и аланы, будучи совершенно разными по происхождению, по образу жизни, по языкам и так далее, они сформулировали какой-то стратегический союз именно в захватнических целях. То есть поодиночке у нас может не получиться, а вот вместе мы Крым захватим. И поэтому, судя по всему, готы, по крайней мере, армия вторжения, обходит Крым с севера, попадает на аланскую территорию, и уже совместные какие-то там их отряды, понятно, никто их расчет не делал, они уже хватают Пантикопей, дальше двигаются дальше. Причем, что интересно, вероятно, в этой войне они участвуют, совместно более-менее, но тем не менее, аланы, как тоже кочевой степной народ, они все-таки вторгаются через Керченский полуостров, может быть, и через Перекоп, и атакуют степь, там, где живут преимущественно скифы, потому что им удобнее. Воевать в пешем строю против конницы не очень-то, даже по тем временам. А вот готы берут южный берег, что потом сказывается и в расселении потомков готов в Крыму. Кто ходил по южному берегу, даже сейчас, понятно, что там теперь кругом дороги, асфальт туда-сюда, да? Но теперь представьте себе, что вы исключили все эти дороги южнобережные. Они все построены в 19 веке. До 19 века по южному берегу никаких дорог нету, ни верхних, ни нижних. Там есть только, какие-то тропы. Понятно, что люди ходят. Понятно, да? Но по этим тропам вести наступление массовое и захватывать южный берег практически нереально. Там нужно через такие скалы карабкаться, это займет, тем более, если там несколько тысяч людей, да и его. Однако, хотя об этом ничего не говорится в источниках, после того, как готы и аланы берут Пантикопей,
Фактически эллины там, или скорее уже пантикопейцы, потому что это уже не эллины, они фактически открывают ворота в город, увидев, что противостояние бесполезно, и попадают как бы под их власть этих варваров, чтобы спасти себе жизнь и все остальное. Так что делают первым шагом? Не Крым захватывают, представьте себе. Они забирают у эллинов корабли, идут через Черное море и в районе нынешнего Трабзона наносят удар, грабят Черноморское побережье, нынешней Турции, тогда там Турции не было, конечно. Вот с богатой добычей туда возвращаются. Чем это интересно нам? Тем, что готы еще раз показывают, что они не забыли навыки управления кораблями. Это логично для скандинавов. Через несколько веков так себя будут вести викинги. Но я прошу обратить внимание всех на то, что вот первоначальные германцы с севера Европы готы как-то не сопоставляются с викингами. А ведь это люди одной культуры. Они этнически родственные и так далее. Про викингские походы все знают. Викинги аж до Сицилии дошли, до Северной Африки и так далее. А на 5 веков до этого им предшествовали готы, которые то же самое... Или варяги, которые потом назывались. Это люди примерно одной культуры. Просто Скандинавия несколько раз выбрасывает волны переселенцев, когда в ней не хватает земли. И вот первыми выходцами Скандинавии являются готы, которые движутся южнее, 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 доходят до Северного Кавказа. Опять-таки, используя свои навыки мореходов, делают грабительский успешный набег на Северный Малую Азию, возвращаются и уже после этого начинают захватывать южный берег Крыма. Вопрос, нужно ли им таскаться по побережью через горы и скалы? Абсолютно нет. Это предположение, это нигде не записано, но я абсолютно уверен в том, что говорю. Скорее всего, готы захватывали южное побережье путем морской атаки. То есть сел на корабль, в какой-то бухте высадился, неважно, там Сударской там, или Алушинской, да? С моря атакуешь, вас гораздо больше, чем кого? Чем те, кто живет на этом побережье, в этом селе. Они фактически вам не в состоянии оказать эффективное сопротивление. Если даже они что-то пытаются сделать, все равно они вынуждены отходить в горы. А побережье становится вашим. И поэтому очень легко, довольно-таки эффективно готы захватывают побережье в считанные там какие-то дни, недели. Живущие в этих местах тавроскифы, кто остался жив, вынуждены подниматься в горы и прятаться на том, что сейчас называется яйлами, там, или там северными склонами гор, в долинах и так далее. Готы проходят очень быстро до Херсонеса, берут Херсонес, и фактически они бы, я думаю, в Крыму так и остались в значительной части, но только надо понимать, что готов гораздо больше, чем место в Крыму. Даже если бы вдруг, получилось, что они, поголовно вырезали все предшествующее население в Крыму, тому количеству готов, которое к этому моменту существовало в Западной Украине, их просто места не хватило. С учетом их земледелия и так далее. И это не просто мои слова, это подтверждением тому является то, что через некоторое время готы буквально собираются в устье Дуная, тоже на кораблях и лодках. Их численность тогдашними историками в письменных источниках оценивается где-то в 250-300 человек. И вот это огромное готское родоплеменное объединение начинает с севера наступать на Восточную Римскую империю. То есть основные готы ушли из Крыма. Захватив его, там даже порушив что-то, кого-то убив, они ушли из Крыма. В Крыму остались какие-то остатки, осколки. К этому еще добавляют свою руку буквально через несколько десятилетий гунны, потому что они приходят действительно с востока, это уже точно тюрки. И готы в рамках Гунского союза потом участвуют в войнах, не только захватывая, они доходят до Константинополя, входят в Константинополь, там не сразу. Они потом идут в Западную Европу, и наряду с остготами, то есть восточными готами, которые именно в Крыму обозначаются, и вестготы. Так вот, вестготы западные, их потомки, обратите внимание, кроме шуток, это в исторических источниках, оседает в нынешней Испании, и испанская аристократия последующая в значительной степени вестготская, и даже в Северной Африке. Например, известный Фома Аквинский, там христианский теолог, один из отцов-основателей церкви, умирает, он не от этого умирает, но умирает в период, когда вестготы осаждают его родной город, который находится в Северной Африке. В Крыму остается их небольшая часть, по некоторым оценкам, это примерно 5-10 тысяч человек. Но представьте те, кто остался в Крыму. Что только что произошло?
только что там, или там в прошлом году, или в позапрошлом году они перевоевали с тавроскифами. Только что аланы, которые захватили Крым, выбиты выжимаются из северных степей и становятся подданными гуннов. Большая часть готов до этого уходит на Дунай и дальше в Византию. Здесь остаются жалкие 5-10 тысяч. Мы со всеми в ссоре. Мы всем пролили кровь. Это не наша территория. Кораблей у нас уже теперь, потому что их угнали, ушли те, кто сделали, нет. Их строить заново из крымского дерева, да и кто потерпит, кто будет дожидаться. Нам надо срочно принимать решение, потому что мы окружены врагами, и не просто так, а теми, кому мы действительно проливали кровь, чьи земли захватывали и думали, что хорошо будем жить. Парадоксальная ситуация. Большая наша часть наших родственников ушла от нас. Может быть, вчера мы сидели с ними, там прощались за столом, у них ушли, мы их больше никогда не увидим. Многие из них дойдут до Испании, больше мы вообще не слышать, не видеть, ничего о них знать не будем. Да? И они, соответственно, нас давно забыли, у них там свои дела и прочее. Что нам делать? Они находят интересное решение. Они идут в этот же самый Херсонес к руководителям, а это уже теперь часть Византии здесь, часть Восточной Римской империи, и говорят: сдаемся! Как в «Джентльменах удачи». Говорит: ребята, на все мы согласны. Мы не враги вам. Бог с ним. Поссорились, с кем не бывает. Значит, мы становимся вашими подданными. Знаком этого мы отказываемся от своего язычества, мы принимаем ваше христианство ромейское, да, и мы становимся лояльными гражданами, подданными и вашими защитниками. Интересный парадокс. Я думаю, что в ближайшие там десятки лет их не очень любили, но а куда ж деться-то? Те остатки тавроскифов, которые остались в горах, они тоже пострадали уже с севера от Алан, да, и они тоже вынуждены были, кто остался жить, они уже слишком малочисленны для того, чтобы, самостоятельно претендовать. Мы сейчас восстановим положение, тем более, что не получится, в Крымскую степь заходят гунны. То есть скифы в прежнем виде уже восстановить свою территорию, хотя ни гунны ее отняли, не могут. Но гунны — это тоже не один народ, мы о них будем говорить позже. То есть в Крымских горах создается такая ситуация, что по побережью кое-где живут готы, кое-где, может быть, удалось вернуться тавроскифам. В Крымских горах, в местах, в которые готы не смогли проникнуть, и куда гунны тоже не зашли, потому что им горы не нужны, им нужно совсем другое, да и они тоже в основном идут на запад. Вот такая полоска тавроскифов. И, по сути говоря, опять-таки, румеи, которые живут в городах, в том же Патикопее бывшем, в том же Херсонесе, тоже они три таких этнических единицы, которые должны как-то между собой договариваться. А по итогам, да, они договариваются. По сути говоря, это горное население, оно говорит, что все, ребята, сами мы не можем, но с вами вместе давайте уже как-то. И так начинает формироваться следующая генерация горно-лесного населения Крыма. Готы были европеоидным народом, делившимся на племена и роды, возглавляемые своими королями, конунгами, земледельческим и, в принципе, оседлым. Вероятной причиной их выхода из Скандинавии послужил рост численности и потребностей в новой земле. Позже это повторилось с викингами, что превратило готов на несколько веков в вынужденных кочевников. Лошади у готов были, как и у всех европейцев, в очень ограниченном количестве. Перемещение готов должно было сопровождаться длительными остановками, потому что для следующего перехода требовался отдых и накопление продуктов. То есть не просто 2 ночи, а многолетняя обработка земли и создание запасов. Поэтому движение готов продолжалось сотни лет. Еще не дойдя до Крыма, они достигли лесостепной и степной причерноморской зоны, которая при их образе жизни должна была быть для них достаточно комфортна. Собственно говоря, они никуда и не спешили. Часть их повернула на запад, остальные образовали свое государство. Однако 200 лет жизни в этом регионе, конечно же, дали им возможность познакомиться и с близлежащими землями, и с живущими на них народами. Как видно, они достигли самого побережья, в районе западной части нынешней Одесской области. Прожив и организовав в течение 2 веков свое государство, готы, наконец, накопили достаточную численность и силы, чтобы попытаться расширить свои владения. Крым и прилегающие к нему территории были ближайшей и относительно легко доступной целью. К этому времени скифы ослабли. Почему, до сих пор ясного ответа нет. Сами степи
были заняты сарматами и аланами, большинство которых все же размещалось в степной части Северного Кавказа. Готы с аланами были двумя абсолютно не схожими этносами, но ни по антропологии, ни по культуре. Однако нашествие на Крым, по-видимому, было хорошо спланированной и скоординированной между ними акцией. Потому что готы начали наступление, во-первых, вместе с аланами, сначала дойдя до Пантикопея. Не осталось свидетельств, сделали они это через Крымскую степь или в обход Азовского моря, но вероятнее всего в обход, потому что они бы не прошли Крымскую степь из-за скифов. Во-вторых, вынудив пантикопейцев дать им припасы и корабли, на которых они совершили морской грабительский набег, вполне в духе викингов на северное побережье Малой Азии. С богатой добычей они вернулись снова-таки в Пантикопей, и уже потом они начали совместное наступление с востока на запад Крыма, причем аланы шли по предгорьям, готы по южному берегу. Физически по южному берегу в условиях отсутствия дорог вдоль моря, а тогда их не было аж до 19 века, идти массе людей, постоянно вступая в бои, просто невозможно. Скорее всего, используя наличие у них кораблей, готы последовательно атаковали южнобережные бухты, каждый раз многократно превышая количество местных тавроскифов, способных оказать сопротивление. В случае невозможности сопротивляться у тавроскифов был вариант уйти в горы и уже оттуда сдерживать продвижение готов. Зная местность и контролируя места возможного прохода в горы с берега, достаточно легко было остановить даже массированную атаку пришельцев. Сама южнобережная гряда гор является серьезным препятствием для успеха быстрого наступления с юга. Для зажатых в горных долинах и отрезанных от побережья и степей тавроскифов после поражения от готов единственной перспективой было попросить румейского подданства. Тем более, что с херсонеситами их связывали многовековые торговые и социальные отношения. Возможно, здесь и сыграли свою роль пещерные города, штурмовать которые готам приходилось уже без кораблей и огромного перевеса. В условиях незнакомых на тот момент им Крымских гор с их тайными тропами, переходами и пещерами. Румейским правителям в Крыму это тоже было необходимо. Можно было не бояться, не ввязываться напрямую в войну в горах, поддержав тавроскифов, насколько это было возможно, и сосредоточившись на обороне, собственно, румейской территории. Эта гипотетическая картина хорошо объясняет несколько известных из последующей истории фактов. Во-первых, готы осели и впоследствии жили в Крыму неравномерно, не единым массивом, а несколькими пятнами, удаленными друг от друга. Окрестности Судака, село Кутлах, сейчас Веселое, трансформированный Гатлык, то есть готство. Село Варун, созвучное с одним из готских племен, потому что готы тоже не были единой нацией в понимании нынешнем, а это был союз племен германских, участвовавших в походе Крым. Баран. Это зафиксировано. Бараны. А учитывая потом трансформацию фонетическую, когда вот южнобережье у нас говорит Б, В, Вер, Вардым, Вар и так далее, вот этот баран очень легко превращается в ворон. Ускут, сейчас приветная. Ускут смешано тюркско-готское. Уст верхний, кут год. То есть должен был быть где-то и Ашах год, или что-то вроде этого. Но это надо искать в исторической топонимике. Потом где-то между нынешними Алуштой и Ялтой. И, наконец, некоторые части гор между Бахчисараем и Севастополем. Вероятно, не везде шло ровно. В частности, в Алустоне, Алуште, была ромейская крепость. Почему в ее окрестностях влияние готов не очень чувствуется. Херсонес по каким-то причинам, возможно, благодаря дружному отпору, готы не взяли, но расположились в горных долинах поблизости. Даже генуэзцы в XIII веке, поставив под свой контроль южный берег, сами его именовали капитанство Готия. Во-вторых, население южного берега через тысячелетия после описанных событий очень отличалось между собой. Именно южнобережье между собой. Не все вместе от остальных, а между собой. В антропологическом языковом отношении. Там присутствовали и несколько тюркских, и несколько румейских диалектов. Аланы шли по северным предгорьям. Возможно, это был их договор с готами. Именно они взяли и разрушили Неаполь скифский и положили конец скифскому государству в Крыму. Вероятно, будучи конными воинами, они были лучше приспособлены к этой войне, чем готы. Однако, опять-таки, оставались горные долины за первой Крымской грядой, где уже тавроскифы, давно освоившиеся в горах, могли сопротивляться более успешно, тем более, что на этом они и румеи с центром в Херсонесе оказались союзниками. Учитывая общий баланс сил, сопротивление в конечном счете могло быть окончательно подавлено и геноцид состояться. Однако в ситуацию вмешались гунны. Гунны, пока часть готов и аланов баловалась в Крыму,
Во-первых, поставили под контроль все их прежние территории государства, и при желании могли бы пройтись повторным катком по их только что завоеванным территориям. Аланам деться было бы просто некуда, а готы оказались бы отрезаны от основной части своих единоплеменников и в окружении воюющих с ними румеев и тавроскифов. Но, во-вторых, гунны предложили заманчивую перспективу. Вместо того, чтобы драться за клочки крымской земли, пойти вместе с ними в поход на обе римские империи, западную и восточную, богатые и землей, и добычей. Известно, что готы на кораблях собрались в устье Дуная, а дальше, сойдя на берег, приняли участие в том, что получила история название «Великое переселение народов». После побед в Крыму готы и аланы оказались в положении, в котором не могли не оказаться. Армия вторжения, обеспечившая победу, просто не могла остаться на крымской территории. Грабеж закончился. Даже дальше либо должна была начаться обычная жизнь, а для этого людей было слишком много, либо общий мор и голод. Остаться могли лишь те, кто мог остаться. То есть небольшое меньшинство. Достаточно для того, чтобы их не вырезали непокоренные тавроскифы и херсонеситы, но не более того, что могло прокормить море и захваченные приморские территории. Скорее всего, несколько тысяч человек. Вставал вопрос, как жить дальше? И не менее важно, с кем жить. Очень сомнительно, что в столь изнурительном походе от Северного Причерноморья до Херсонеса приняло большое количество женщин и особенно детей. А в сложившихся после победы обстоятельствах очень маловероятно, чтобы семьи могли последовать в новые края вслед за мужчинами-победителями. Выход был найден парадоксальный, но логичный. В то время как вестготы воевали с Восточной и Западной Римской империей, распространяясь все далее, об этом я уже говорил, остготы в Крыму попросили румейского подданства, условием чего была готовность принять христианство и пойти на службу. Для местных румейских чиновников это тоже был выход. Практически в раз получить вместо агрессора полностью зависимую лояльную вооруженную силу, способную верой и правдой защищать румейские владения и интересы, поскольку не имеет другого выбора. Так появилась готская епархия Константинопольского патриархата, просуществовавшая более 1000 лет. Император Юстиниан пытался укрепить границы своей империи и стал сооружать по всему периметру Восточно-Римской империи цепь крепостей укрепленных пунктов, в том числе и в Крыму. Готы стали естественным пополнением гарнизонов этих крепостей. Источники, близкие к тому времени, указывают и точное количество готов, поселившихся в этой части и ставших подданными Румейской империи. Они достигают численности населения до 3000 бойцов. В военном деле они превосходны, и в земледелии, которое они занимаются собственными руками, они достаточно искусны, гостеприимны, они больше всех людей. Это и есть такая работа, Ганин, ее автор, крымско-готский язык. То есть общее количество их достигало ориентировочно 15, может быть, 20 тысяч человек. Кстати говоря, тот же источник, Прокопий Кесарийский, это человек из Малой Азии, современник событий, констатирует для той эпохи готского вторжения в Крым и окрестности оседания их в Крыму все еще существующих скифов и тавроскифов, что еще раз показывает, что полного истребления ни тех, ни других в результате гото-аланского нашествия не было. Да, собственно, и количество поселившихся в горно-лесном Крыму готов говорит о том же. Парадоксальным образом противостояние тавроскифов и гото-алан в Крымских горах подтолкнуло тех других к принятию подданства Восточной Римской империи и православия, что в дальнейшем в значительной мере определило этнокультурную историю Горного Крыма. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы узнаете о заселении и освоении Крымского полуострова готами. Вы ознакомитесь с упоминаниями крымских готов в записях фламандских путешественников XIII и XVI веков, а также с процессами сосуществования готов с другими народами, приходящими и уже находящимися в Крыму.